Здесь можно сразу все выиграть. Здесь живут дипломаты, художники, нешторговцы, артисты, поэты. И практически все они мужчины, понимаешь? Нет. А мы женщины. Они настолько интересны, многогранны и неповторимы, наши бизнес-леди, что про них можно было бы легко снять отдельный фильм «Казань слезам не верит». В случае с Ленизой Ризвановой это наверняка было бы кино с эпическим сюжетом и крутыми поворотами, прямо как в ее реальной жизни, которая порой напоминала американские горки. В начале нулевых первый муж уговаривает ее бросить карьеру научного работника в университете ради мебельного бизнеса. Лениза соглашается, а через год рушится все – и семья, и бизнес-карьера. Без квартиры, с 2 детьми, на руках она фактически начинает новую жизнь. Я помню, как мы сдавали даже бутылки с дочерью, чтобы у нас хватало денег на еду и на наши нужды. Ее вели по жизни невероятная вера в себя, упорный характер, способность работать над собой и обучаться. Через короткое время в ее карьере очередной взлет. Она региональный директор крупной торговой компании, а дальше снова американские горки. Лениза бросает все и начинает собственное дело. Угадайте где? Правильно, в мебельном бизнесе. Я еду как-то по Миллениуму и смотрю, строятся объекты. То вот там, вот этот вот объект, дворец единоборств, он оказался, я даже не знала, что это дворец единоборств. Думаю, вот бы оснастить эти объекты. Вот шальная такая мысль пришла. И я такая подумала, думаю, как это осуществить, интересно. Сегодня она хозяйка 3 разных бизнесов. Помимо мебельного направления, это еще и IT-сфера, а также собственная фитнес-студия для деловых людей, для тех, кто ценит свое время. Лениза заверяет, что такие 15-минутные тренировки заменяют несколько часов занятий в тренажерном зале. И открывали мы эту студию вместе с сыном. Вот, он тоже загорелся, он мне очень помог в этом деле. И название придумал он, потому что он престижник, он любит все лакшери, все красивое. Мне здесь нравится, я здесь кайфую, получаю удовольствие. Я клиент своего бизнеса здесь. Теперь у нее не только полный порядок в бизнесе, устроена и личная жизнь. У Ленизы любящий супруг, как тот самый Гоша из культового советского фильма, взрослые и успешные дети. Гоша, а сколько вы получаете? Да уж как-нибудь побольше твоей матери. Мужчины не любят в повседневной жизни крутых женщин, а мужчины любят женщин, просто женщин. И с любимым мужчиной я сейчас веду себя совсем по-другому. Я дома одна, я дома домашняя, женственная, милая и, может, порой даже глупая, потому что меня муж сейчас удивляется, как я веду эти 3 бизнеса. Говорит, ты же элементарных вещей не понимаешь. В жизни и в карьере Эльвиры Осокиной были свои повороты судьбы. Еще несколько лет назад она, организатор корпоративных праздников, была в отчаянии, а бизнес на грани разорения. Депрессия привела к психологу, который неожиданно предложила организовать выпускной вечер в коррекционной школе. Это стало поворотным событием во всей ее жизни. Сегодня Эльвира Осокина – учредитель и руководитель благотворительного фонда «Трамплин». Пошли в гору и все другие дела. Мы помогаем найти ребенку дорогу во взрослую жизнь. То есть даем ему такую разгоночную полосу, чтобы он мог взлететь. И наш девиз – это «Подарим детям крылья». Потому что наши дети, трамплиновцы, дети с нарушениями интеллекта, они совершенно точно могут быть полноценными членами общества, им просто нужно в этом помочь. На личную жизнь, судя по всему, времени почти не остается, но мы надеемся, что это кино с открытой концовкой. Я не замужем, у меня нет мужчины, который бы был бы всегда рядом, да? Но я все равно взаимодействую с большим количеством мужчин, с которыми я могу поделиться своей энергией, своей благодарностью, своей верой в них. Бизнес, он начинается зачастую просто с мечты, с желания это сделать. И если начинаешь уже что-то думать, как там будет, будут ли риски, там, может, прогорим, не прогорим, можно вообще ничего не открыть. Алсу и Шамиль Саттаровы, чем не герои романтической комедии с классическим хэппи-эндом. Голливудский красавец-муж, который ради бизнес-мечты жены оставил карьеру в банке. Так вот получилось, что это был муж, и мне кажется... Меня долго переманивали. Прекрасная жена, которая среди прочих достоинств еще и в совершенстве владеет китайским языком. Ни хао, а тяо Алсу. Здрасте, меня зовут Алсу.
И их семейный бизнес, который мало того, что успешный, но и весьма патриотичный. В целом это такая тенденция, то что все чаще и чаще потребитель выбирает конечный продукт, произведенный уже непосредственно в России. То есть это такой это модно. Теперь уже модно покупать российское производство. У нас, кстати, есть свои отличные дизайнеры, конструкторы. Женщина на успешный бизнес одна, мне кажется, создать не сможет. Может быть, это моя установка, но она рабочая установка, и она мне помогает. Вот. Я считаю, что женская часть, она всегда думает про духовность, про красоту. Но только на этом бизнес не сделаешь. А мужчина, он уже будет продумывать цифры, финансы, он уже двигатель. Я не знаю, почему я такой сумасшедший, честно вам скажу. Я не знаю, зачем мне все это надо. Виктория Колпакова. Более творческого и многогранного человека еще поискать. Она и стилист, и мастер причесок, и режиссер клипов, и организатор мероприятий. Самый большой парикмахерский флешмоб в мире, и это все происходит прямо в центре Казани. Красиво, более 150 мастеров, которые творят действия, и они уже ждут развития каждый день. Я учусь по сей день минимум 4-5 раз в год. А в личном плане какой-то план есть? Есть. Конечно, есть. Да? Мне, как любой девочке, наверное, хочется замуж, встретить свою половинку, наверное, пойти рожать еще детей. Вообще начала писать сценарий и начинаю снимать кино. Была бы моя воля, я бы предложил Виктории снять не просто фильм, а мини-сериал про прекрасных деловых женщин, которые и коня на скаку, и любое дело поднимут. Если раньше им приходилось, как вы отметили, заявлять о себе, доказывать, то сегодня они абсолютно гармонично вливаются в бизнес-сообщество. Говорят же, что вся надежда на вас, женщин. Поэтому я думаю, что, конечно же, женщины спасут мир не только своей красотой, но и своим делом. Тимур Бекмурзин, Андрей Мохов и Роман Безменов. 7 дней.